Главными распространителями COVID-19 ученые назвали детей и молодых людей, на долю которых приходится треть рассмотренных случаев коронавируса. Кто обладает самым высоким шансом заразиться COVID-19, а также ситуацию в Башкортостане, обсудим прямо сейчас в программе интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня вместе с нами Лилия Козырева, заведующий Центром пульмонологии клиники Башкирского государственного медицинского университета. Лилия Сергеевна, здравствуйте. Добрый день, Екатерина. Как вы можете прокомментировать данные ученых? Действительно ли дети и молодые люди, от них можно быстрее всего заразиться коронавирусом? Ну, это утверждение правомерно в плане того, что молодые люди и дети не имеют клинических проявлений в тот момент, когда они инфицированы. Поэтому для людей, которых окружают, они как будто бы не представляют опасности. На самом деле, они, если выделяют вирус, они могут заразить окружающих, сами того не подозревая. А клинические проявления, как правило, у них проходят в очень легкой форме или вообще бессимптомно. Как вы оцениваете ситуацию в Башкортостане? На сегодняшний день ситуация в Башкортостане, как и в России и во всем мире, она была предсказуемой в связи с приходом сезона вирусных инфекций. Ожидаем еще и эпидемию гриппа. Ситуация с коронавирусом будет усложняться, потому что вот эта микс-инфекция, она немножечко будет доставлять больше проблем в связи с, опять же, с сезонностью, да, и дифференцировать будет это не всегда просто, где ковидная инфекция, а где обычная сезонная, где грипп. Также обычно в этот период увеличивается количество внебольничных пневмоний, которые у нас обычно присутствуют в сезон вирусных инфекций, поэтому ситуация будет усложняться и потребует дополнительных резервов от медицинских работников. Лилия Сергеевна, вы сказали, ситуация была предсказуемой. Значит ли это, что вооружен, когда ты осведомлен, да, и как отреагировала вся система? Да, действительно, ситуация была предсказуемой. Об этом уже летом говорили, что ситуация ухудшаться будет осенью именно в период подъема сезона вирусных инфекций. В связи с этим были пересмотрены и клинические рекомендации по лечению ковидной инфекции с учетом именно вот этих особенностей. Также на период сезона вирусных инфекций идет методическая помощь именно в лечении как вирусных инфекций, так и COVID-19. Но, в принципе, опыт, который накоплен в России уже по лечению этой инфекции, он дает свои результаты. И на сегодняшний день медицинские работники достаточно грамотно уже относятся к лечению ковидной инфекции и пневмонии, вызванной этой инфекцией, в том числе протекающей с респираторными осложнениями. Мы знаем, что Башкортостан отправлял медиков в качестве поддержки в борьбе с коронавирусом в несколько регионов. Вот вы побывали в Карачаево-Черкесии и в Кыргызстане. Как вы оцениваете обстановку там, да, и какие задачи стояли перед вами? Перед нами стояли задачи именно оказания практической помощи и передачи своего опыта, ну и обмена опытом с коллегами и в Карачаево-Черкесской республике, и в республике Кыргызстан. Это были две большие командировки. Действительно, там произошла массовая вспышка среди населения с одновременным заболеванием большого количества и населения, а в Кыргызстане еще и среди медицинских работников было очень большое заражение. И наша помощь была там действительно необходима. И результаты этой работы были на глазах с нашим приездом через какое-то время ситуация выравнивалась, но это, естественно, была совместная работа с коллегами и Карачаево-Черкесии, и Кыргызстана. Одни медицинские работники этих республик не могли бы справиться, да и мы то же самое. То есть это всегда совместная работа мультидисциплинарных бригад. Поэтому куда входили и инфекционисты, и эпидемиологи, и пульмонологи, терапевты, и анестезиологи, реаниматологи. Клиника Башкирского медицинского университета отправляла также еще бригаду и в Амурскую область. И на сегодняшний день в Абхазскую республику уехала бригада реаниматологов с целью оказания практической помощи. Можно ли сказать, что командировки, в которых вы участвовали, стали успешными? Да, это можно сказать, потому что мы приобрели там тоже для себя определенный опыт, мы общались с коллегами, мы видели реальные результаты своей работы.
Мы сами совершенствовались и передавали свой опыт коллегам из этих республик. И, естественно, каждый опыт, он становится бесценен, особенно в условиях продолжающейся пандемии. Юлия Сергеевна, рекомендации жителям, как повышать иммунитет свой, на что нужно обращать внимание? Ну, на сегодняшний день всем известны меры и специфической, и неспецифической профилактики. Неспецифическая профилактика – это ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, рациональный режим труда и отдыха, применение витаминов. А вот меры специфической профилактики заключаются в вакцинации, в том числе сейчас идет вакцинация против гриппа, вакцинация против пневмококковой вакцины, которая рекомендуется пациентам из групп риска и имеющим в анамнезе частые пневмонии или респираторные заболевания. Также готовится к выходу уже вакцина против COVID-19. Сейчас она проходит третью стадию клинических исследований, и к ноябрю месяцу планируется ее массовый выпуск. Проговорите, пожалуйста, вот человек, если сделает вакцину, какие дальнейшие действия должны его быть? Что происходит с организмом? В ответ на введение вакцины в организме вырабатываются определенные антитела, специфические, которые при попадании натурального вируса будут уже работать против него непосредственно. У нас в организме есть и неспецифические факторы защиты, но иногда их бывает недостаточно, поэтому проводится еще и специфическая выработка специфического иммунитета. Лилия Сергеевна, до записи программы вы говорили, что нужно пить кофе, можно колу, и это влияет на иммунитет. Как это работает? Вот это, казалось бы, такой простой совет, но нашим телезрителям расскажите, пожалуйста. Ну, есть особенности иммунной системы человека. Это очень сложный каскад реакций, в том числе в поддержании иммунной системы работает и кора головного мозга, подкорковые структуры и непосредственно органы эндокринной системы, надпочечники. Так вот, активная кора головного мозга, то есть когда человек в сбалансированном состоянии, когда он не уставший, когда он отдохнувший, доказано, что иммунная система у него намного активнее. И снижается активность иммунной системы при каких-то стрессовых ситуациях, при переутомлениях и физических, и психоэмоциональных. Вот, поэтому на сегодняшний день, конечно, это не специфическая профилактика, но бодрящая чашечка кофе и небольшое количество, скажем так, тонизирующих напитков в тот момент, когда человек, например, устал, они не будут лишними, и они поддержат этот человеческий организм в тонусе, и в том числе иммунную систему. Расскажите о вкладе клиники БГМО вот в борьбу с коронавирусом. Что происходит вот в медицинском сообществе, конкретно вот на базе клиники БГМО? Клиника БГМО внесла достаточно большой вклад в борьбу с ковидной инфекцией, так как с апреля месяца на базе клиники был организован ковидный госпиталь, который был одним из самых крупных в городе. Применялись в лечении все новые препараты. Количество поступающих было очень большое, в том числе много было там и медицинских работников, тяжелых случаев, и результаты работы, они внушают, в общем-то, уважение, потому что летальность была одной из самых низких в городе. Персонал, который работал в этом госпитале, они несколько вахт подряд проводили свою работу. И на сегодняшний день госпиталь закрыт, клиника вернулась к своему обычному режиму, и те же самые бригады, которые выезжали в Карачаево-Черкесию, в Кыргызстан, в Амурскую область, практически наполовину состояли из студентов, из клинических ординаторов и преподавателей Башкирского государственного медицинского университета. Лилия Сергеевна, а вот вам лично чем запомнится вот это время пандемии коронавируса? Оно запомнилось тем, что происходит переосмысление ценности человеческой жизни. И самая главная ценность – здоровье. Самая главная ценность – это здоровье, человеческая жизнь. И работа вот в этих командах, когда ты бок о бок работаешь с профессионалами, когда тебя поддерживают люди, готовые к самопожертвованию, самоотверженности. И вот эта работа, она изменила, во-первых, и мою жизнь,
она дала более высокий уровень и профессионализма, и самооценки, и позволила понять медицинским работникам, что мы достаточно актуальны на сегодняшний день, что врач – это человек, от которого зависит жизнь человека, и от его профессионализма, от его компетентности. И что для вас станет сигналом, что победа над COVID-19, она вот-вот наступит или уже одержана? Я пока не могу такое сказать, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация. На сегодняшний день, пока вирус не унимается. И поэтому надо быть готовым ко всему, и быть готовым к увеличению и пациентов, и уровня заболеваемости, и быть всегда в тонусе. Спасибо большое, Лилия Сергеевна. Я напомню, что сегодня гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения была заведующий Центром пульмонологии клиники Башкирского государственного медицинского университета Лилия Козырева. И мы говорили о том, как сберечь себя при пандемии коронавируса. Поэтому обязательно берегите себя. Оставайтесь на БСТ.